знали, что при нарезании осетинский пирог нельзя вращать? У главного кулинарного символа Осетии есть строгая математическая формула. Толщина теста должна быть в 3 раза меньше толщины начинки. Чтобы выяснить все секреты создания осетинских пирогов, ведущий программы «Знание и сила» отправился на их родину. Рецепт приготовления осетинских пирогов здесь, в Осетии, передается из поколения в поколение уже многие и многие столетия. Поэтому до наших дней он дошел практически неизменным. Дераса, это действительно так? Да, на самом деле так и есть. Ну тогда давайте готовить по старинному рецепту. Что ж, Да? приступим. Приступим. Дрожжевое тесто Дзираса подготовила заранее, и теперь вместе с Денисом Светличным они приступают к самому сложному этапу. Это что у нас? Это у нас начинка из картошки с сыром. Картошки с сыром. Так. Выкладываем, Угу. аккуратненько приминаем, аккуратненько распределяем. Так. Берем сверху вот таким образом накрываем нашу начинку. Вот так, да? Да. И вот таким образом собираем наш пирог. Ага. Дальше нам нужно немного примять наше тесто. Работаем вот этой частью ладони, вот этой частью правой руки. Тесто в осетинском пироге должно быть лишь невесомой оберткой для сочной начинки. Она может быть разной, от зелени и фасоли до картошки с мясом. Но самое популярное – это сыр. Для вязкости в начинку добавляется немного воды и немного муки. Вот, чтобы... Прям в сыр. Прям в сыр, да. Все это перемешивается. Естественно, по вкусу добавляется соль. У Дениса вылепить пирог получается не сразу. Чтобы справиться с таким тестом, нужен опыт. Так, теперь сейчас Кажется, будем... я с мукой от страха переборщил. Потому что я так боялся, что ко мне прилипнет тесто, потому что по консистенции оно очень необычное. Вот оно такое кажущееся жидким, но при этом одержащее форму. Продегустируем пирог, который испек наш ведущий, через пару минут. А пока о том, почему осетинский сыр считается живым и причем здесь желудок коровы. Готовят осетинский сыр без всякой термообработки из коровьего молока. Главный секрет – особая закваска, рецепт которой передается из поколения в поколение уже много веков. Добавляем туда, оно должно быть обязательно теплым. Добавляем туда сычужный фермент. Это фермент из желудка коровы. И оно начинает сворачиваться. Почему один осетинский сыр соленый, а другой нет? Все зависит от рецепта. Некоторые добавляют соль в молоко. Есть второй способ. Это уже когда сыр полностью готов, его кладут в рассол, и там он может вызревать годами. Иногда осетинский сыр после приготовления коптят в специальных саклях над очагом. Используют для этого только древесину особых пород – бук или ольху. Так делали древние кочевые племена, чтобы брать сыр с собой в поход. Так. Ну, запах, классический, я думаю, знакомый всем. Творожный, ярко выраженный. Структура такая, похожая, да, вот как на недозрелый сыр еще, если, да, вы знакомы с сыроварением, но это уже, вот в осетинском сыре это уже завершенная структура сыра. Самое время вернуться на кухню, чтобы отправить в печь пирог, который вылепил Денис Светличный. Но для начала маленький секрет от осетинской хозяйки. Это нам нужно сделать небольшое отверстие по центру. То есть мы должны верхний слой теста немного раздвинуть, да, так, чтобы у нас во время испекания пар выходил. Если чтобы он не надувался. Если он не будет выходить, то, естественно, пирог надуется, порвется, и вся начинка вытечет. А вы знали, что при любом застолье в Осетии на стол подают 3 пирога? Они символизируют Бога, небеса и землю. Ни одно праздничное либо траурное мероприятие не обходится без 3 пирогов. Самое время достать из печи сочные осетинские пироги. Но есть просто так не получится. Тут тоже правило. Нельзя вращать пирог при нарезке. Это означает, что ты своими руками сотрясаешь мир. Режет пирог определенным способом всегда глава семьи.
Мы разрезали наш пирог на 8 частей. Почему 8? Потому что это символ полноты, бесконечности и завершенности. А есть какие-то традиции? Кому первый кусок достается, кому второй? Или без разницы? Конечно, есть традиции. Так Да. как вы наш многоуважаемый гость, первый кусок мы, естественно, предоставим вам. Ох, спасибо. Ну что ж, я пробую. Нет, нет. Возьми и положи в Так вот, да? Пирог у Дениса хоть и не получился идеальным по форме, но благодаря тонкому тесту и сочной начинке вышел очень аппетитным. Это невероятно вкусно. Свежий воздух, Кавказ, Осетия, приятная компания. Боже мой, это абсолютное счастье. Едят осетинские пироги руками. Можно макать кусочки в растопленное масло или сметану. К ним можно подать свежие или маринованные овощи, салаты, разнообразные соусы, например, аджику. Но чтобы тесто с сыром лучше усваивалось, запивать пироги лучше кефиром или айраном.